Вот он, снег падает. Снег, видите? Ух, какой он. Ну, там часа 3 назад еще сильнее все это падало. Снежок. Короче, валит 17 число. Холодно. Холодно. Я немножко вышел, чтобы просто показать обстановочку в городе 17 мая. Буквально утром, Аня, ну вчера, да, было солнечно. Тепло даже сказать. Потом под вечер уже похолодало, ветерок задул. А сегодня вот после обеда, смотрите, снег. Ну тут, короче, у нас снег конкретно падал. Конкретно валил. Вот таким вот образом. Так мы живем, такая погодка. Я иду в куртке. Вот такая куртка на мне, и холодно. Холодно, температура снизилась. Что-то творится непонятное. Что-то творится непонятное с природой. Вроде бы надо уже все лето наступать, а у нас вот опять зима. Опять снежок, опять вот такая вот непонятка. Видно вам снег-то, что он валит? Видно, нет? Ну, он вот падает сюда. Вот, видно, да? Но его сыпало вообще капитально. Часа 3, наверное, пошел. И довольно интенсивно все это было. Короче говоря, холод опять наступил. Зима. Зима опять не хочет уходить. А что за кино 27 мая Ичи? Ичи, режиссер. Не разгляжу я. Какой-то ужастик. Ичи. Ну да, в такую погоду только ужастики и смотреть. Да? Видно вам? Снег, он прямо на нас метет. Видно? Ох, начал падать, а? Смотрите как. Ха-ха, ну вообще. Вообще. Непонятно, конечно. Так. Что вам еще хорошего рассказать? Я не знаю. Вот смотрите, тут-то как хорошо видно. Видно, да? Все, лайчочки ставим, господа, кому не лень, под видео. Мерзну специально для вас, чтобы вот показать снежок в Якутске 17 мая. Тут у нас поликлиника номер 1, видно, да? Поликлиника городская. Больные сюда вот ходят. Если вы заболели чем-нибудь, идите сюда. А это у нас умная остановочка. Вот сюда можно зайти погреться. Кстати, давайте зайдем погреемся. Лайчочки ставим. Так вот. А там вон снег метет за окном. Видно, да? А тут тепло. Ну ладно. Коронавирус. Ладно, не буду ставить, я просто зашел немножко вам показать. Снег валит. Фух. Так. Еще немножко пройтись. У меня заряда мало, что-то процентов 20, поэтому надолго не хватит. Ну давайте погуляем по снежному майскому Якутску. Ну то ли вот вчера шел дождь, а сегодня снег пошел. Вот и догадываетесь. Вот. Тут у нас и лужи, и все уже вроде растаяло. Так, осторожно, надо переходить. Ух. И тут хорошо видно.
Три лайчочка, шикарно. Мерзну ради вас. Так бы я сел бы, уже бы на автобус бы поехал бы. А так приход. Хожу, гуляю, чтобы вам показать вот этот снежок. Ой, как он метет-то. Начинает что-то мести конкретно. Видите, какие облака у нас. Пасмурная погода. Такая тяжелая. Тяжелая. Вот. Вот. Что у нас тут за деревья-то? А, вот смотрите, какие-то даже эти, как вот фокусируется, нет? Нифига нет. Какие-то растения здесь. Не знаю, что за цветы. Фокусируют. Вот, что-то уже начало, уже, видали, да? Уже вроде бы как какие-то цветочки пошли. А опять холода, блин. Вот это погодка. Поэтому вот так и живем мы в городе. Ну, отопление, что хорошо, еще не выключили в домах. Не выключили отопление, поэтому тепло, хорошо. Значит, не замерзнем. Не замерзнем. Так, подходим с вами к памятнику. Такая композиция здесь. Там муж и жена сидят, насколько я знаю, с ребенком. Пойдемте поднимемся сюда. Исторический момент изображен. Кто знает, там можете написать, о чем эта композиция. Вот мужик сидит такой, и вот его жена с ребенком. Такое, у него тут какая-то, это что, грамота, да, какая-то? Ага, точно, грамота. Все такое настоящее. Хотя он вроде как внутри пустая. Так колотишь, такой звук какой-то звонкий довольно для цельного-то дерева. Ой, вернее, металла для цельного. Он у него затерли все его, всю обувь затерли, видать, лазят сюда. Ну, вот такая композиция здесь. А вот там напротив цирк, видно? Нет? Цирк. Цирк. Люди на велосипедах катаются. Видно, да? Ну, без головного убора холодно, слушайте, а? Я вот в этой куртке, на мне, в общем-то, там рубаха, майка. И мне холодно. Так. Давайте мы сюда впередик. 40 секунд долго ждать. Долго. Ну давайте сюда тогда пройдем. Так, все у нас 6, 5, 4. Пошли. Так. Кто-то что хочет спросить, пишите. Сейчас я почитаю, пока у меня телефон не разрядился окончательно. Поэтому можете что-то написать. Так, это у нас центральный округ. Вот такая вот у них здесь эмблема в форме вот это сердцебиение, пульс. Видно, да? Вот, а здесь такой большой дом, это дворец детства, по-моему. Так, а нам надо вот сюда вот идти. Ага, все, уже переход. Переходы. Внимательно идем. Двигаемся. Так. Ну и вот здесь вот цирк. Самый северный цирк в мире. Самый северный цирк. Вот это такая композиция. Композиция. Это эквилибристый слоник, земной шар, какой-то круг, да? Шар, ага. А, видно, да? Да, все прекрасно. Есть два вот эквилибриста вот с палочкой. Так вот. Ой. Так, что-то тут все уже обветшало, смотрите, все тут обветшало уже.
Надо уже что-то уже реставрировать, ремонтировать. Ну, цирк сейчас, по-моему, у нас пандемия это. За 100 человек больных коронавирусом за день. Так, почитаем, что там видно, нет? Добро пожаловать. Так, тут никто не смотрит. Цирк, цирк, цирк. Вот такие лужи. Люди ходят, мерзнут. Люди ходят, мерзнут. Так, давайте, там же есть часы у нас с термометром. Посмотрим, какая температура сейчас. Вот с той стороны, где цирк, там термометр есть. Висит электронный. Так, а что такое? 27 марта волшебная лампа. А это было представление. То есть он работал уже. Уже работал. Так, напротив спортивный комплекс Мадун. Там тренироваться можно. Лужа наступила. Такой вот мамонтенок, символ якутского цирка. Цирк. Как его еще называют? Бриллиантовый, что ли? Бриллиантовый, да, цирк. Поскольку у нас тут бриллиантики добывают, ну, алмазики. Ой, а что он вообще ничего не снимает, что ли? Вернее, вот этот вот не показывает, смотрите. Это что, типа стрелки или что он вот поломался? Но беда дело. Беда дело, так. Цирку Якутии 25 лет. 25 лет. Вот такой вот он у нас уже старый. То есть он был основан где-то в 90-х годах прошлого столетия. Так, здесь вот столовая есть, кстати. Я что-то ни разу сюда не заходил. Режим с 11 до 17. Так, если так пойти, тут у нас грязюха. Ну, давайте, грязюха нам не проблема, да, чтобы идти. Так, давайте, вперед, 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 вперед. Вперед, вперед. Скользко ходить-то, ё-моё. Скользко. По грязи, тем более. Видно, снег-то идет. Видно вам? Он, короче, где-то после обеда как начал идти. Видно? Так до сих пор и идет этот снег. Он вообще валило очень сильно. Буквально все такие хлопья были бешеные, большие. Ну вот. Так, кто там смотрит, ставьте лайки. Так, идем, снимаем. Все для вас. Все думаете, лето впереди, а у нас зима вот впереди. А лета и не было. Так. Так, это какая тут улица Пушкина, что ли? Я уже подзабыл название улиц, какие здесь у нас. Ну вот тут еще дома, туалеты. Эксклюзив на уличный. И вот этот домик. Уже он покосился куда-то. Смотрите, он какой кривой у нас. Люди там живут, что ли? Интересно, что там за полы, а? Что такое кривое, наверное? Все кривое, все кривое. Ну да, вот. У них еще тут, смотрите, какие-то кладовки их. Туалет. Мы же прямо за вот этим цирком. Такие вот домишки. Домишки вот такие вот. Так, мне надо куда? Мне надо куда-то в ту сторону. Вот, я сейчас не успею. Лучше вон туда пойдем, там перейдем. 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Ой, какая тут лужа-то, а? Ё-моё.
Блин, я замочил ноги. Все, блин. Я замочил ноги. Капец полный. Смотрите, лужа. Я еще переодел обувь-то. Какую летнюю уже одел. А нифига, кажется, не надо было летнюю одевать. Еще надо сапоги. А вот этот снег падает. Но его немного как бы, но все равно он приносит какую-то толику воды. Так, что мы тут видим? Стоматология Евродент. Европейская стоматология. Типа. Так, вот сюда мы нырнем. Срежем уголок. Ой, блин. Глина какая-то. Песок. Скользкий песок. Так, проходим. Здесь вот это новые дома, постройки. Ну как, относительно, конечно. Им уже лет по 10. Но все равно относительно недавние. Интересно, а эти вот тут посносили дома-то вот были рядом совсем они. Там такие домики были. Вообще экзотика. Вообще экзотика. О, народное творчество. Смотрите, расписывают их как эти шины. Красота. А здесь, смотрите, что такое? Что-то я первый раз вижу. Ух ты, у меня снежинка такая большая на телефон села. Давайте-ка ее уберем. Берем ее. Это павшим. Такая композиция. Надпись. Что-то не прочитать. Звезда и мать скорбящая. Так. Ладно, пойдем. Дальше. Вот этот вот дом 16-этажный. Большой у нас построенный. Рядом с парком. Его, кстати, этажность на 2 этажа выше, чем положено было строить. На 2 этажа, представляете? Строители выше сделали дом на вечной мерзлоте. Так, как тут пройти-то, а? Что-то я не... Ой, блин, вообще, слушайте, так я не пройду сюда. Там грязь. Были бы у меня сапоги резиновые. Так, что-нибудь пишет, нет? Сейчас. На работе сижу, ничего не знаю. В эфире снег у нас в Якутске. Да, снег. Он еду приуставали. Снег этот. Батарейка у меня 20%, поэтому, наверное, сейчас еще меньше. Поэтому разрядится в ближайшее время. Вот так еще люди по-осеннему одеты. Хотя уже многие... Тут улочка вот такая, переулок. Как он называется? Здесь лужа, вообще шикарная лужа. Так, а этот дом снесли, получается. Точно снесли. Тут вот на этом месте, вот где этот коричневый забор, этот остался еще. Тут, кстати, по-моему, какая-то Шевкунова 82 собачья богадельня, или как, да, собак что-то там было, по крайней мере, я помню. Что там написано? Внимание, объект охраняется собаками. Ага, Ярас какой-то, Ярас, видно, нет? Надпись. Ну, короче, тут какой-то клуб собачий или что, я не знаю. А вот на этом месте стоял одноэтажный домик такой. Старый совсем, какого-то непонятно 100-летней давности. И вот его снесли. Я вижу, это уже хорошо. Что-то там уже строят. Так, а мне надо пройти по этой грязюхе. Поэтому вот у нас надо ходить, в общем-то, по центральным улицам. Поэтому куда-то на обочину свернешь, здесь у нас уже грязь. Переулок, грязь. Асфальту нету.
Короче, вот таким вот образом и живем. Центральная до улицы и то ломаются. Вон, это, по проспекту Ленина она вообще все, блин, куда я в грязюху написал. А это такой магазин, классная лавка. Какой-то продукты. Ничего интересного. Так, а здесь как мне пройти? Вот этот 16-этажный дом. Здесь. О, далее, да? Так, это все вот тут в одном месте. То есть вроде бы тут люди квартиру купили, дорогие квартиры, а выходишь и грязь прямо. Тут еще что-то... А, это старый дом, смотрите. Какой-то. Тут пристрой еще там какой-то. Ё-моё. У них кладовка. Вон они и впритык прямо с этим домом. Даже я и не знал. То есть его не сносят. Но вот он получается в ограде. Сколько тут велосипедов. Куча великов. Смотрите сколько. Это все люди на велосипедах ездят здесь. Вон там даже детские есть велики. Так, вот. Вот этот какой-то технический или что это дом, непонятно. Что за дом? Так, Короленко, дом 25В. И тут и коляски, смотрите, сколько там великов-то. Ох-охо. Ну нормально тогда. А ведь мусорка такая, ведро на подставке. Ведро на подставке. Ну вот я был в этом дому, но там ничего не понравилось. Лифты, очень маленькие лифты, какие-то, на котором мы ехали. Там написано, что 4 человека как бы вылазят, но на самом деле там 2 как бы максимум, я думаю. Здесь тоже велосипеды. Велосипедизированный дом. Так, он слышим, скорая едет. Скорая. Тут недалеко республиканская больница. О, тут что-то делают, смотрите. Асфальтик поднимают. Вон она, скорая. Так, тут ограждение. А, копают, смотрите, что тут копают. А, это они вот это. Ой, смотрите, это я куда-то не туда зашел. Так, а мне надо обходить. Обратно придется идти. Обратно. Не хочу я под этой люлькой проходить. Опасно. Сегодня ведь упадет. Короче, это сделают какую-то стоки, да, вот этот канал ложат. Вот что-то там, этот слетел, что ли, он? Понятно, слетел, он его вешает. Ну, улица Лермонтова, такая интенсивная движуха здесь. Так, наверное, я немного пройдусь и, в общем-то, завяжу со стримом. Потому что батарейка у меня садится очень хорошо и очень быстро. Ну, что вам показать? Там вон рынок находится. Сайсары, продуктовый рынок большой. В Якутске самый большой, наверное, продуктовый рынок. И там, если у вас есть наличные деньги какие-то хорошие, вы можете себе подкупить еды. Так, а как я здесь пройду? 20, 19. Так, мне надо покуда-то посюда идти. Тут видим гидрант пущен. Это отсасывает воду, что ли. Угу. Ну снег видно, да? Снег идет. Снег. Натуральный снег без вранья. Все, пошли. Люди уже переходят. Ну а мы с вами еще немножечко погуляем. Да я уже. У меня рука, честно говоря, замерзла. Замерзла уже. Так, ну там остановочка. Или за мороженым мне зайти. Взять мороженого. Тут недалеко есть магазин Сластена. Слава России. Такой дом здесь с надписью
Слава России. Так, или какой автобус, я не вижу, 19-й. Вот можно было поехать, ну ладно. Прогуляемся еще тогда. Вот собака. Чья-то беспризорная собачка. Вот там что, мне типа открыл, что ли. А я и не хотел. Люстры, люмен какой-то. Освещение, светильники. А вот этот новый стал магазин, что ли, здесь. Там мебель раньше продавали, а теперь... А это вот здесь дом вот этот новый строят. Проспект, или как он называется, точнее. Этажи. Проспект. Вот такой вот переходик здесь. Переходик, чтобы на бошку ничего не свалилось. Специально сделано, закрыто. Закрытые такие переходы у нас делаются обязательно. Но в других городах тоже по требованию. Если идет какая-то стройка, то рядом с домом. Туннель, да, такой. Вот один туннель прошли. А УТУМ, компания УТУМ сервис. Кстати, это предлагает этот дом. И называется он «Золотая медаль» какая-то даже, смотрите. 2017. Домина полукругом. Необычный. А, вот фотография видно, как это все будет выглядеть. Когда сделают. Опасная зона. О, тут хоть меньше дует, слушайте. 3 смотрит, 5 лайчочков. Замечательно. Так, чат почитаем. Пока никто ничего не пишет. Да, снег идет. Ну, так хотелось лето после этой затянувшейся зимы, а тут опять зима. Опять снег 17 мая. Так, улица Ку. Ага, так. Курашова, да, это мы Курашова переходим. Ну, пальто надо одевать, короче. Пальтишко хорошее, теплое. Так, ну а мы за мороженым идем. Тут магазин Сластена где-то недалеко. А вот здесь что у нас? Кабан, бар какой-то. Кабан. Тут какой-то был раньше магазин, где продавали дорогую еду. Он закрылся, что ли? Так, а этот дом вот он так вот с этой стороны выглядит. Так вот он выглядит. Пробки, видали, какие у нас пробки здесь? Сейчас сколько времени? 6 часов. И вот такие вот пробки. Так, вот он магазин Сластена по улице Курашова. И мы идем за мороженым. 12. Вот маска. Так, тут я плохо написан. В чем тут у нас? Мороженое 182, а пломбир 215. Пломбир. Так, и здесь есть мороженое. Тоже вот это вот цены какие. 157. Будь этот пломбир мне килограмм. А один вот этот. С изюмом можно, да? Изюм есть, да? Ага. Изюм. Да, изюм. 215 карта? Да. Карта. А че, будьте добры?
А? Еще тут продаются куры. Не надо закрыться, чтобы не продуло. Так, все положу. Выключу это. Себя. Якутское эскимо. Вот такое вот оно красивое. Якутское эскимо. Заходите в магазин Сластена, здесь подешевле можно купить фирменный магазин, потому что поэтому здесь дешевле. Ух. Машина прямо зарулила. Смотрит, лайчочков, спасибо. Куда они все едут, да? Прямо проезжая часть тут, как будто бы еще и лужи. Ё-моё, зима в Якутске. Опять пришла зима. Так, как тут выйти-то? Ё-моё, они... Блин, мне снежинка прямо в глаз прилетела. Ух ты, ветер-то какой, а? Давайте-ка с вами немножко поднимемся сюда на горку, что ли. А это рыбки такие с этой стороны. Я хочу наверх подняться. Тут какой-то, что это, кабан. А третий этаж Китагава. Китагава. Ух, ветер, блин. Вам там слышно ветер-то, а? Прямо. Ух, елки-палки. Жесть вообще. Ветрюга и снег валит. Жутко. Короче, ладно, вот это суши-бар Китагава. Тут напротив дом вот этот новый строят. Панорама, или как он называется. Фу, ладно, все, спускаемся. Тут там наверху ветрюга. Нехорошая ветрюга. Нехорошая ветрюга. Ух, и тут тоже ветрюга. И тут тоже ветрюга. Так, лабу. Смотрите, сакс, что ли, на саксе. Кабан, музончик. А тут еще пекинская утка. Тоже какой-то кафе-ресторан. Это уже понятный китайский. Доставка даже у них работает. Бизнес-ленч. Все у них тут есть. Какие-то цены не указаны, но вот зато есть телефоны. Доставка блюд. Инстаграм, телефоны. Короче, вам могут пекинскую утку домой привезти, если вы хотите. Так. Ну что, постоим немножко здесь. Наверное, я дальше уже на автобусе поеду, что ли. Это мне уже ломы. Если что, сейчас я, наверное, прекращу эфир. Короче, моя цель была показать вам, что идет снег сегодня. В общем-то, вот такая единственная цель. Так, тут хоть можно встать под этим, что будет меньше снег на голову падать. Какой там автобус, все непонятно, какой едет автобус. Не вижу. Совсем не вижу. Первый, семерка. А, семерка. Ну ладно, все, давайте. Господа, все, до связи. Приятно было с вами пообщаться. Я поехал.